Всех приветствую в гостеприимном доме штаба татар Москвы. Те, кто впервые здесь, я надеюсь, что вам это место по-настоящему понравилось, и вы будете к нам приходить чаще. Все вы здесь дорогие гости, всем мы здесь всегда рады. Организация наша существует уже 24 года, и история штаба татар Москвы славная, интересная, разнообразная и, в общем-то, наполненная благими делами и целями. В этом году у нас произошло много интересных событий, и одно из этих событий – это издание совершенно уникальной книги, в которой собраны 110 авторов татар и башкир, которые рассказали, написали в стихотворной форме или в прозаической, в публицистической форме свои взгляды, свои обращения к нации, в принципе, к любой нации, потому что то, что там написано, подходит для решения вопросов национальных, как татар, так и башкир, так и чуваши, и мордвы, и любых других народов, которые все поголовно, в том числе и русские, стоят сейчас перед вопросом исчезновения, можно так сказать, и языка, и культуры, и культурного и духовного богатства. То наследие, которое передано нам сегодня несколькими поколениями наших предков, оно может раствориться в небытии, просто потому, что уходят языки, уходят аксакалы, уходят старики, которые, собственно, в себе еще несут то, что составляет богатство и наследие любого народа. Поэтому эта книга, если честно, по отзывам людей, которые уже получили ее в свои руки и прочли, является действительно каким-то таким глотком воздуха. Все ее очень хвалят. Вот мне получилось передать эту книгу и Рустаму Нургалиевичу Миниханову, и Талгату Таджидину, нашему верховному муфтию, и в Курултай Башкир, и во многие другие организации, в том числе татарам нескольких городов, в которых я была. И, в общем-то, ни одного отзыва, который бы как-то был равнодушен к этой книге, я еще не услышала. Все тут же читают, тут же смотрят и говорят, что это действительно своевременно и очень нужно. Я побывала сейчас в 3 городах, а за сентябрь месяц, получается, уже в 4: Самара, Челябинск, Магнитогорск и Уфа. Татары живут везде, живут достаточно дружно и сплоченно. Меня очень порадовали татары каждого города. Единственное, что в Челябинске было очень мало на нашей встрече татар, потому что оказалось, что как-то вот повально все приболели, разъехались. Вот. Но остальные города, конечно, чудесные. Самара удивила меня. Во-первых, там парк дружбы народов открылся, совершенно чудесный татарский дом, татарское такое вот подворье. И активисты, которые занимались этим подворьем, они, конечно, фанаты и совершенно удивительные люди, собирающие все, что связано с татарами. Школа в Самаре, вот буквально везде я слышу, нет людей, переводчиков нет, литературу переводить некому. В общем, а если некому переводить серьезные вещи, язык, он умрет, потому что нельзя вот так вот, сидя за столом, сохранить язык. Он сохраняется в серьезных работах, то есть в переводах, в стихах, в литературе, в научных статьях, и вот этим сейчас заниматься уже некому. В Челябинске мы были в программе целой вот настоящей взрослой книжной ярмарки, да, и это, конечно, для нас... Да, для штаба татар Москвы, да, это серьезное достижение, потому что мы были вот наравне с крупнейшими издательствами нашей страны. Мы не издательство, да, мы волонтеры, можно сказать, печатного дела, можно сказать, там, рыцари татарского слова, но вот такая честь нам была оказана. Магнитогорск меня удивил 2 вещами. Я там была всего 1 день. Во-первых, гостеприимство, конечно же, магнитогорских татар. У них удивительнейшая библиотека. Я действительно впервые хочу вернуться в какой-то город, чтобы посидеть в библиотеке. Там настолько потрясающее пространство создали сами работники. Они сами разработали дизайн, цвета, подбор мебели, строительных материалов. То есть они делали все
вот просто контролируя все. И они сделали чудо какое-то. Вот, то есть, настолько от души, это настолько удобно в плане пространства, это настолько красиво, настолько эргономично, что вот ты туда приходишь и уходить уже просто не хочется. Есть татарское, соответственно, татарско-башкирское отделение, где есть литература, где есть дискуссионный клуб. Все сделано вот удивительно красиво и очень, так, знаете, как-то вот с любовью, по-настоящему с любовью. Собрался этнографический клуб магнитогорский, Татарика называется. Очень активные люди, пишут стихи, прозу, выступают, беспокоятся, печатают газету «Татаруха». В общем-то, собрание получилось очень душевное. Вот, сначала мне сказали, ну, сколько сможешь, веди на татарском. И в какой-то момент по столам там уже, значит, пришла такая записочка, кто-то от руки написал, может, ей уже на русский перейти. Ну, в общем, я так устала после Челябинска, что я просто уже в помутнении, можно сказать, там что-то вещала на татарском, они чувствуют, что я уже просто все. Вот. Так что, в общем, ну, хорошо очень все прошло. Все с удовольствием разобрали книги, конечно, все тут же начали их листать, смотреть, читать. Мне подарили книги, я вот просто сегодня без машины все это привезу в штаб, все поставим, посмотрите. В общем, издают книги, пишут книги, газеты, в общем, как-то очень активно живут. А оказывается, Магнитогорск – это место, куда 35 тысяч татар было сослано в свое время. То есть это, в общем, как они говорят, мы ссыльные. То есть можно сказать, что Транссиб тоже построен руками татар в том числе. Вот, а именно, вот, получается, этот участок от Челябинска до Златоуста, это был первый участок Транссибирской магистрали. То есть история там, конечно, тоже колоссальная. И Уфа, конечно, была уже для меня вот таким фейерверком. Презентацию мы провели в арендованном помещении. Я очень волновалась, что люди не доедут, не дойдут, там, не знают. Нет, наполовину заполнилось помещение, очень активно выступали, всем хотелось сказать. Среди, соответственно, гостей был один из авторов, поэт. Вот, он выступил, прочитал те стихи, которые у нас в книге. Выступил на презентации представитель Всемирного конгресса татар Альфред Давлетшин, да, в Башкортостане, он в Уфе, представитель Всемирного конгресса татар. Он очень, во-первых, мы начали с дуа, поскольку он имам мечети Ихлас в Уфе. И он выступил, а он первый в Уфе, кто получил эту книгу. Вот я ему отправляла почтой, то есть он и о книге тоже рассказал. У себя вот в ВКТ они делают программу по языку, да, и они сделали видео. Настолько им понравились стихи, которые в нашей книге есть, то есть они взяли эти стихи, читаются стихи, и идет такой видеоряд, то есть тоже вот это было очень приятно, мне это показали, передали. Вот. В общем, тоже занимаются сохранением языка, в общем, в Башкирии это сложно, как оказалось. Вот. Ну, я сходила и на другую сторону реки, что называется, я сходила в Курултай-Башкир, там тоже подарила нашу книгу, встретилась с одним из заместителей. Плюс татарский театр «Нур». Это, конечно, вот если вы будете в Уфе, какие актеры, какие спектакли, какой музей, какая история у театра. А фойе, огромное полотно, Лейла называется, венецианская мозаика, которую приезжают из-за границы смотреть как пример искусства венецианской мозаики. Оно сделано татарским художником. Это настолько впечатляет, в общем, обязательно надо сходить, насладиться и театром, насладиться игрой актеров, спектакли удивительные. При театре есть профессиональная детская студия. Дети, которые играют на сцене вместе с актерами профессиональными в спектаклях. И, то есть, в общем-то, официально при театре живут театральной жизнью. Проехав эти 4 города российских, я поняла, что, конечно, везде есть свои проблемы, свои задачи, которые нужно решать. Но в каждом из этих городов татары стараются хоть что-то делать, чтобы сохранить себя, сохранить свою культуру, язык, нацию, передать это детям. Чего и нам, московским татарам, желаю: спасти и школу нашу татарскую, создать детский сад, если это вот восстановить это все, да. Пусть у нас среди татар Москвы тоже обязательно будет, потому что иначе здесь, конечно, все вот Москва и станет местом погребения, так сказать, языка и нации всей. Вот, поэтому с общими усилиями и в перепись, так сказать, и дальше будем жить и делать, что можем сделать.